у каждого человека протекает индивидуально, но медики говорят, что тяжелее всех ковидом-19 болеют люди пожилого возраста. Их состояние ухудшается во многом из-за хронических сопутствующих заболеваний. Поэтому очень важно при первых симптомах гриппа или ОРВИ обратиться за медицинской помощью. Что нужно знать тем, кому более 60 лет? Надо иметь в виду, что с возрастом риск развития тяжелой формы COVID-19 увеличивается многократно. Это и понятно. Пожилой возраст сопряжен с множеством заболеваний, таких как сахарный диабет, болезнь легких, онкологические, сердечно-сосудистые и не только. Намного более подвержены этому заболеванию пожилые люди. Они хуже переносят по течению этого заболевания. И смертность в разы выше по сравнению с более молодым возрастом. В группе риска они относятся потому, что имеют множество хронических заболеваний, множество соматических заболеваний. Это и опорно-двигательные нарушения, это бронхолегочная патология, это заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. Все это, разумеется, подрывает иммунную систему. Противостояние организма на ответ любой инфекции, особенно такой тяжелой, как COVID-19. Медики говорят, от тяжелых последствий коронавируса сможет спасти только вакцинация. По данным врачей, пожилые люди температурная реакция и жалобы на слабость. И даже если после прививки они заболевают, с точностью можно сказать, что фактически не бывает тяжелого состояния. В нашей республике, во всяком случае, заявленных случаев не было аллергической реакции, а тем более смертных случаев. После того, как сделали вакцинацию, мы пациенту всегда объясняем, что в течение 2, 3, 4 дней может быть реакция на, все-таки это введенный антиген, реакция организма. Она может проявляться в виде небольшого повышения температуры, в виде мышечной слабости, головных болей, слабости, недомоганий и так далее. Это естественная реакция организма. Провакцинированные, конечно, они переносят эту инфекцию, если даже они и заболеют, намного ее легче. И меньше бывает осложнений, самое главное, от которых человек может умереть. В Ингушетии первым компонентом привит 51% подлежащего вакцинации населения. Завершили прививочную кампанию более 140 тысяч человек. Для вакцинации от коронавируса в регионе открыты 22 прививочных пункта. Вакцинацию проводят в медицинских организациях на территории, закрепленной за пациентом. Но ее можно провести в любой медицинской организации нашей республики с предъявлением паспорта, СНИЛСа, медполиса. После проведения первичной вакцинации через 3 недели, 21 день проводят ревакцинацию. Но если у пациента ухудшение самочувствия, обострение хронического процесса, ревакцинацию можно отодвинуть на более поздний период до 3 месяцев. В течение 3 месяцев ревакцинация считается проведенной. Сохранить нацию – задача государства. В России идет создание сразу нескольких вакцин двойного действия, которые помогут в борьбе с коронавирусом. Рина Сычоева, Асхаб Белакиев. Новости 24.